Республиканский транспортный техникум был основан в 2011 году в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района по инициативе Вячеслава Штырова. За 10 лет образовательной деятельности это профессиональное учреждение выпустило более 2000 студентов среднего профессионального образования и более 8000 специалистов по короткой образовательной программе. Транспортный техникум оснащен современной материальной базой, комфортным учебным корпусом, общежитием на 250 мест, современной библиотекой, спортивным и тренажерными залами и 5 учебно-производственными мастерскими. В первом семестре текущего учебного года обучение в техникуме идет в смешанном формате. В очном формате у нас сейчас учатся студенты выпускных групп. Мы их готовим к предстоящим государственным итоговым аттестациям. Первокурсники, большинство первокурсников в начале учебного года прошли адаптацию в очном формате в техникуме, и мы их до конца первого семестра отпустили и обучаем в дистанционном формате. Наши преподаватели каждый день по специальному расписанию проводят Zoom-занятия в реальном времени с живым общением, так как мы понимаем, что социализация, адаптация, общение с однокурсниками, с преподавателями очень важно. Мы обучаем 99 слушателей с республики по 2 программам дополнительного профессионального образования. Это охрана труда и экспедитор. В этом учебном году мы запустили наш внутритехникумовский проект «Вторая профессия», где наши студенты среднего профессионального образования могут получить дополнительную вторую рабочую профессию. Мы предоставили им выбор наиболее востребованных, актуальных на рынке труда рабочих профессий, чтобы при выпуске они были более конкурентоспособными на нашем рынке труда и могли также сочетать свою основную специальность и дополнительную рабочую профессию. Также в этом году мы с помощью нашего партнера, компании «Железные дороги Якутии», прошли республиканский отбор по национальному проекту образования, это федеральный проект «Молодые профессионалы», прошли большой отбор среди колледжей и техникумов республики на открытие современных мастерских по стандартам WorldSkills. И по 3 компетенциям, железнодорожным компетенциям, с помощью компании «Железные дороги Якутии» мы уже в 2022 году, в следующем году, в сентябре, планируем открыть 3 современные мастерские по 3 компетенциям WorldSkills. Это экспедирование грузов, это управление локомотивом и управление перевозочным процессом. В данное время мы ожидаем утверждения перечня оборудования, приказ Федерального министерства просвещения. В этом году совместно с Ассоциацией молодых преподавателей СПО наш техникум выиграл грант главы Республики Саха-Якутия, и мы открыли в этом году первый эко-волонтерский отряд у себя в техникуме, и будем активно проводить эту работу, и начиная с самого поселка Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского улуса, но и по всей республике. Проводить также информационную, методическую работу, проводить мероприятия, экологические акции. 27 сентября 2021 года мы открыли юбилейный год для нашего техникума, стартовое мероприятие, но и в течение учебного года проводим ряд мероприятий как для студентов, так и для работников и наших партнеров. Основное юбилейное мероприятие при благоприятной эпидемиологической обстановке мы планируем провести, надеемся провести в марте 2022 года. Также у нас уже несколько лет учреждена, действует именная стипендия имени Александра Афанасьевича Романова с помощью родственников Александра Афанасьевича. В прошлом году учреждена именная стипендия имени Романа Ивановича Брызгалова наиболее талантливым, способным студентам
с помощью родственников Романа Ивановича. Спустя десятилетия техникум задает новые стандарты в качественном и количественном составах. Для сравнения, в 2011 году преподавательский состав был ограничен только 9 педагогами. Сегодня в техникуме образовательную деятельность совершает 48 наставников. Растет и уровень профессионального мастерства педагогов. Молодые преподаватели активно принимают участие в многочисленных республиканских, всероссийских и международных конференциях и конкурсах, при этом достигая больших результатов. Именно транспортный техникум стал родоначальником и организатором форума педагогов среднего профессионального образования «Педагогические Альпы». Сейчас это мероприятие по обмену профессиональным опытом стало традиционным событием в жизни преподавателей Якутии. Более того, у техникума установлены деловые контакты с Федеральным учебно-методическим объединением по углубленной группе специальностей «Техника и технология наземного транспорта». Техникум также поддерживает деловые связи с учебно-методическим центром по направлениям подготовки в сфере железнодорожного транспорта. Результаты и успехи учащихся – одни из важнейших показателей в деятельности транспортного техникума. Студенты активно принимают участие в международном конкурсе «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Также они успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде по своим специальностям. Многие ребята у нас стали машинистами тепловоза, стали бригадирами, мастерами. Это очень большое достижение не только для техникума, но и для самих ребят, конечно. Но и многие ребята продолжают обучение. Они учатся в автодорожном факультете Северо-Восточного федерального университета, продолжают обучение по своей специальности в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Есть у нас ребята, которые и окончили, и учатся в Московском институте инженеров транспорта. Это раньше так называется МИИТ, а сейчас Московский государственный университет путей сообщения. И многие ребята учатся в технических факультетах, институтах разных учебных заведений. Это нас тоже очень радует, и мы считаем, что техническое образование, которое они получили здесь, стало их жизненным, они выбрали его в качестве своего жизненного пути. Но не только учеба, но и радует то, что ребята здесь во время обучения раскрывают свои таланты. Во время студенчества они принимают активное участие в различных конкурсах, сами организуют свой досуг. И это становится и их будущей тоже профессией. Есть у нас ребята, которые поступили и в педагогические институты и факультеты. Они выбрали педагогическую стезю. Это тоже очень хорошее начало в их жизни. Есть ребята, которые активно принимали участие в эстафете культуры и спорта нашего улуса, в различных конкурсах творческих и выбрали тоже свой жизненный путь в искусстве. Ну, мы считаем, что это очень хорошо. Ну, например, наш выпускник Домотов Петр сейчас учится в театральном училище имени Щепкина, будущий актер драматического театра. Продолжают наши ребята и активную работу, свое участие в общественной жизни. Волонтеры, общественники, спортсмены. Они принимали участие в играх Манчары, в спортивных играх народов Якутии. Они члены различных спортивных команд. И это, конечно, нас тоже очень радует. И мы считаем, что когда молодые люди находят свой путь, проявляют свой талант в разных областях, это тоже для их развития в их жизни имеет очень большое значение. В 2020 году техникуму присвоено имя выдающегося видного государственного деятеля Якутской автономной Советской Социалистической Республики, первого руководителя профессионального технического образования Романа Брызгалова. Обучение здесь ведется в современных оборудованных кабинетах и лабораториях. При разработке проекта оснащения учебно-лабораторного помещения проводятся консультации со специалистами Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии, а также с предприятиями дорожной сферы.
У нас есть 3 органа студсовета, также это совет общежития, совет старостата и студсовета. А также у нас ведутся различные мероприятия для поддержания здорового образа жизни для студентов и профессиональной деятельности. Я решил поступить в транспортный техникум, так как железные дороги развиваются. И мне хотелось внести вклад в свою республику. Общежитие на 250 мест для студентов техникума появилось в декабре 2012 года. Проживание в общежитии секционное. В каждой секции по 2 комнаты, в которых размещается по 2 студента. Кухни для постояльцев находятся в каждой секции. Для жильцов есть прачечная, медкабинет, комната отдыха и тренажерный зал. В данное время проживает 90 студентов. В каждом в отсеке по 2 комнаты. В каждой комнате по 3 человека проживают. В каждом отсеке отдельный душ, туалет. В общежитии работает студсовет, староста блока. Студенты организовывают для себя свой досуг. Проводятся разнообразные мероприятия. Подводя эти небольшие итоги, можно с полной уверенностью сказать, что многое еще впереди. 10 лет для образовательного учреждения – это только начало и лишь промежуточный этап в большом пути развития. Следующая задача, которая сейчас стоит перед техникумом – это повышать планку тех результатов, которые уже есть сейчас. И более того, эти результаты должны не только приумножаться, но и повышать престиж учебного заведения. И, конечно, не забывать об основном назначении – обеспечивать рынок труда высококвалифицированными рабочими кадрами.